إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь «Фадаилю садакати фи Рамадан» – достоинство милостыни в месяц Рамадан. От Ибн Аббаса приводится, дорогие верующие, хадис посланника, саллаллаху саллям. Приводится этот хадис Бухари и Муслимом, в их сборниках. «Кана набию, саллаллаху саллям, аджваду наси биль хайри». Сам посланник, саллаллаху саллям, очень щедрый был в любые дни. «Вакана аджваду ма якуну фи Рамадан, хина ялкаху Джибриль». Он становился более щедрее, посланник, саллаллаху саллям, тогда, когда он встречался с Джибрилем. А теперь месяц Рамадан, смотрите. «Хина ялкаху Джибриль, вакана Джибриль, алейхиссалям, ялкаху куллю лейлати фи Рамадан». Итак, посланник, саллаллаху саллям, месяц Рамадан больше встречался с Джибрилем, каждый день встречался с Джибрилем. «Хатта янсалих», пока Рамадан не заканчивался. «Я'риду алейхи набию, саллаллаху саллям, Коран». Посланник, саллаллаху саллям, читал Коран Джибрилю. Учился с Джибрилем, алейхиссалату вассалям, посланник Аллаха. Поэтому посланник, саллаллаху саллям, становился больше щедрее, когда встречался со своим учителем Джибрилем, алейхиссалям. «Фаида лакияху Джибриль, алейхиссалям, кана аджваду биль хайри мин рихиль мурсалах». Тогда, когда он встречался с Джибрилем, он был щедрее, чем ветер, хороший ветер дуновением. Итак, имам Навави говорит, рахматуллахи алейхи, пусть Аллах смилуется над ним, фаваид, какая польза из этого хадиса? Польза, что посланник, саллаллаху алейхи, любил иктаруль джуди фи Рамадан, больше становиться щедрее, посланник, саллаллаху алейхи, любил. Он не пропускал день Рамадана, посланник, саллаллаху алейхи, со своей щедростью. И он учил свою умму быть щедрыми. Итак, дорогие верующие, инна ли садакати фадаиль, как мы сказали, для милостыни в месяц Рамадан, милостыни именно в месяц Рамадан есть особенность. Вот аздаду фадаилюха, вот уазлиму фи хада шар, каждый увеличивается эти деяния в месяц Рамадан. Твоя милостыня, твоя благотворительность больше увеличивается в месяц Рамадан. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, «Фадда тафтиру саймин», касаемого кормить людей постящихся. Не всего лишь бедных. Если ты кормишь и бедных, и постящихся людей, у тебя две награды. За постящегося человека и также за бедного человека. А если он на пути Аллаха, еще третья награда тебе. А еще если он притесненный, еще четвертая тебе награда, дорогой верующий. Посланник Аллаха сказал, «Инна саима тусалля алейхи малаика». Смотрите, посланник сообщает, мы не видим ангелов, однако ангелы что делают? За нас молятся, просят Аллаха для нас милости. Просят ангелы за нас милости тогда, когда мы находимся во время поста. «Ида укиля инду хатта яфругу». Также, если у тебя покушал постящийся человек, или ты накормил постящего человека, за тебя молятся ангелы. «Уруббама каль хатта яшбау». Также сказано в другом версии, пока не насытился этот постящийся человек, приводит имам Тирмизи, хороший хадис. Также посланник, саллаллаху алейхи, сказал в хадисе, «Ман фаттара саиман, кана лаху мислу аджри, гайра аннаху ла янкусу мин аджри саими шайя». Хадис приводит имам Тирмизи также. Тот, кто накормил постящегося человека, сказал посланник, саллаллаху алейхи, ему будет такая же награда, как этому постящемуся человеку. И этому постящему человеку не уменьшится награды. Такая же награда будет ему. Как постился человек, ему будет за пост награда, и также за тех, кого он накормил. Пусть Аллах даст тем, кто накормил постящихся людей. Представляете, не убавляется награды, а постящему человеку, как посланник, саллаллаху алейхи, нам говорил, что награда не уменьшается. Увеличиваются безграничные награды постящих мусульман. Убинха, также из достоинства месяц Рамадана давать садака. Посланник, саллаллаху алейхи, сказал, что указывая
Садака является доводом, что у тебя действительно есть иман. «Вассадакату бурхан», он сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Муслима. В хадисе Муслима бурхан, довод для тебя будет в судный день, что ты действительно верующий. Однако объясняет этот хадис имам Навави, «Ма'наху садакатун худжатун аль-иман». У тебя есть довод за то, что ты даешь милостыню. Поэтому, как ученые нам показывали, каждый день давай садака. Каждый день. Не обязательно, чтобы ты давал тысячи, миллионы, чтобы давал. Хоть одну, 2, 10, 100. То, что ты можешь, давай каждый день. Но, однако, не пропускай день Рамадана. Не пропускай ни один день Рамадана, будучи в поклонении. Садака тоже является поклонением, как и пост. فإن فاعله, то есть فإن المنافق يمتنع منها. Мунафик не дает садака, не желает давать садака мунафик. Но если есть приоритеты, допустим, садака дается непосредственно своей стране, там, где живешь, или своему народу, ты даешь в первую очередь. Потому что ты даешь сначала садака именно своим близким. И именно своим близким окружающим. Посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, возьми у людей Йемена, богатых людей, их богатство. То есть и возьми богатство, закат у них возьми. И давай этот закат ихним же бедным. И выдается только при необходимости в другую страну. Нельзя выдавать, кроме как необходимости, баракаллаху фикум. Итак, мунафики не дают садака. Как имам Навави нам об этом сообщает. Ваминха, также что делает этот садака? Аннаха тудави амрадул кальби валь бадани. Что делает милостыня? Смотрите, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, что учит умму? Лечит, больных лечит садака. И лечит как тело, так же лечит сердца. Посланник, он сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, дау мардакум без садака. Лечите ваших больных милостыней, говорит посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис приводит Абу Шейх Асбахани. Хасан аль-Альбани сказал хороший этот хадис. Итак, Ибн Кайм говорит, рахматуллахи алейхи, وَكُلُّ طَبِيبٍ لَا يُدَاوِي الْعَلِيلِ. Каждый врач не лечит больного, говорит он. يَتَفَقَّدُ قَلْبُ وَصَلَاحِهِ. يَتَفَقَّدُ قَلْبُ وَصَلَاحِهِ. Он ищет постоянно свое сердце, исправление своего сердца. وَتَقْوِيَةُ رُوحِ. Укрепление своей души. وَقُوَّةُ بِصَدَقَةِ. И укрепляется это чем? Укрепляется именно милостыней. وَفِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ. Проявление доброты. وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ. Обращение к Аллаху. وَالدَّارِ الْآخِرَةِ. Обращение к судному дню. То есть обращение к раю, судному дню. Это тебя исправляет твое положение. فَلَيْسَ بِالطَّبِيبِ. Если это тебя не исправляет, то тебе нету лекаря. بَلْ مُتَطَبِّبٌ قَاسِرٌ. И тот, кто тебя не исправляет таким методом, он является врачом, недостаточным врачом. То есть, если тебя не лечит именно Аллах, Его аяты, Его хадисы, и также, если тебя не лечит напоминание о даруль ахирати, не находим мы тебя врача на самом-то деле. Если ты этого не понимаешь, что делает милостыня еще? Анна тадфа'уль а'да. Если враг нападает на тебя, что ты можешь сделать садакой? Ты можешь с милостыней избавиться от врага. Быть может, какие-то беды решают именно садака, чтобы эти беды не пришли. Если люди воруют садака, это вообще опасно. Если люди воруют садака, это еще опаснее. Если воруют общественные деньги, это опасно. Тогда, конечно, пойдет враг. Итак, сказал Каля Яхья алейхиссалам, пророк Яхья об этом нам сообщает. Длинный, конечно, текст приводится имама Тирмизи и сказал Албани достоверности этого хадиса. И он сказал, что ты спасаешься от врагов. Пророк Яхья сказал, ты спасаешься от врагов, от беды врагов, спасаешься также из заточения у врагов, ты спасаешься. Чем? Милостыней, он сказал. Алейхиссалату вассалам. Сказал Ибн Кайм, فَإِنَّ لِسَدَقَةِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا. На самом-то деле, милостыня влияет до такой степени удивительным образом. فِي دَفْعِ أَنْوَاءِ الْبَلَاءِ. Виду бед отстраняешь ты через милостыню. وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ. Если даже будет давать милостыню фаджир, нечестивец или залим, بَلْ مِنْ كَافِرٍ.
даже кафира спасает из бед этого мира, неверующего человека, кафира спасает из бед этого мира тогда, когда он дает садака. Но если человек не дает садака, и у него беды, пусть он задумается, может быть он скупой, может быть он жадный, может быть он не делает садака каждый раз. Каждый раз вирд называется, вирд у людей, делать садака. Кто-то делает как вирд, йомуль джума, а пятницу садака делает, кормит людей, допустим. Кто-то любит кормить людей понедельник и четверг, допустим. Потому что посланник, саллаллаху алейхи, родился в понедельник, а четверг был испослан откровений. Кто-то любит. Альхамдулилля, это очень хорошее деяние. Итак, как мы сказали, баракаллаху фикум, Ибн Каим сказал, спасает даже неверующего, спасает золима, спасает фаджира, спасает верующего, богобоязненного человека через садака от бед, отстраняет от тебя врагов даже, как пророк Яхья сказал, алейхиссалату вассалам. Ваминха, из нее какое достоинство из садака? Тасдикум бива'диллахи, ла бива'ди шайтан. То есть садака это что значит? Ты поверил Аллаху, но ты не веришь ты шайтану. Шайтан тебе в одном месте обещает бедностью. Аллах тебе в многих местах в Коране обещает богатством тогда, когда ты даешь садака. Тогда, когда ты даешь садака, благословений в твоем имуществе, в твоих детях, Аллах дает тебе обещание, когда ты даешь садака милостыню. Сказал Аллах в Коране: «Аш-шайтану я'дукум аль-факра, ва я'мурукум биль-фахшаи, валлаху я'дукум махфирата минху ва фадла, валлаху васи'ун алим». Сурат Аль-Бакаре Аллах приводит об этом нам. Аш-шайтан, дьявол, я'дукум аль-факр, что он говорит нам? Он постоянно нам научает бедностью, шайтан. Но Аллах нам еще обещает шайтан мерзостями разных видов. Валлаху я'дукум, Аллах обещает нам прощение за милостыню, которую мы даем. Аллах нам дает прощение, и Аллах дает еще бараката, благословение, умножение наших имущества, также наших детей. Валлаху васи'ун, Аллах является васи'ун, дающий объемлющее богатство. Благодать Аллах дает, дорогие верующие. Аллах знающий, как ты ее даешь. Ради Аллаха или ради каких-то интриг своих. Будь осторожен в поклонении, когда ты даешь садака. Когда ты делаешь закатуль фитр или закатуль мал. Пусть у тебя не будет под этим какие-то интриги. Это поклонение одному Аллаху. Будь осторожен. Будь осторожен. قال ابن قيم говорит, рахматуллах алейхи, «Ва субхану фа иннаху яиду абду махфирatan». Аллах обещает прощение, говорит Ибн Каим. Его грехам Аллах простит. Также Аллах даст ему благодати больше и больше. Актар мимма анфака, больше, чем он дал, Аллах обещает. Имма фид дунья, о фид дунья валь ахира. И Аллах тебе, быть может, даст в этом мире, как неверующему, как золиму, как фаджиру, как богобоязненному человеку. Аллах тебе обещает, или быть может в этом мире Аллах тебе даст, или быть может в этом мире и в ахирате Аллах тебе даст. Значит, садака, избавление от бед, дорогие верующие. Итак, вакаля та'аля, Аллах дальше нам говорит, дорогие верующие, «Вама анфакту мин нафакатин, ау надарту мин надрин, фа инна Аллаха я'ламу, вама лидзалимин мин ансар». Сурат Аль-Бакаре Аллах приводит нам. «Вама анфактум» за то, что вы тратили из вашего имущества, нафака. «Ау надартум» или давали вы обет, мин надрин, фа инна Аллах, поистине Аллах, субхану ва та'аля, знает, ради Аллаха ты его дал, или ради каких-то интриг ты это дал. Аллах знает, будьте осторожны. «Вама лидзалимин мин ансар, фа инна Аллаха я'ламу». Аллах знает, но помощником не будет Аллах тираном несправедливым, будьте осторожны, дорогие верующие. Каля ибн Кафир, объясняя этот аят, «Махма анфактум мин шей», как бы вы ни тратили, «Фима амаркум бихи ва абаху лакум, фахуа юхлифу алейкум фид дунья, ва бил бадали, ва фил ахирати бил джазаи ва ставаби». Что говорит Ибн Кафир? И он говорит, то, что вы потратили из вашего имущества, из дозвольного или, скажем, из обязательного, которое вы должны были тратить, Аллах обязательно вам даст сполна. То есть Аллах больше увеличит ваше имущество. Аллах даст вам бараката. Говорит Ибн Каим. Фид дунья, замен Аллах даст. Даешь ты 1 гривню, даешь ты $1, заменит на 10, до 700 бывает, увеличивает Аллах субхану ва та'аля. Да еще благословением Аллах увеличит тебе.
И дальше он говорит, бывает дунья и бывает в ахирате вместе, бывает тебе за это награда. وقال تعالى, также Аллах сказал, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. Сурат Аль-Бакаре Аллах приводит нам этот аят. من ذا الذي, кто из вас одолжит долг, кредит Аллаху? То есть кто из вас даст свое имущество Аллаху? Один из подвижников, когда услышал этот аят, и говорится, также был ниспослан этот аят насчет одного сподвижника, ради Аллаху анху. И он сказал, я хочу дать свое имущество. Я хочу дать свое имущество. И он сказал, я отдам свой сад Аллаху. Ради Аллаха отдам. И сказал он своей жене, когда ребенок хотел засунуть финик в свой рот, сказал он своей жене, оставь, это уже отдано. Это уже Аллаха отдано. Даже финик, свой сад, все он отдал ради Аллаха. Сподвижники понимали эти аяты. Они понимали, что они заключают торговлю с Аллахом. Итак, дорогие верующие, Аллах говорит, лучший кард, лучший кредит, который беспроцентный, безхарамный, и ты найдешь без проблем у Аллаха то, что ты даешь Аллаху. Фаюдаифаху, Аллах увеличивает его. Быть может, у тебя будет тут и богатство больше, быть может, и в ахирате ты его найдешь, и тут у тебя бывает благословение. Лаху ада'афан катира, Аллах увеличит его столько, сколько пожелает Аллах. Вакала саллаллаху салям, посланник Аллаха, что нам говорит насчет садака? Ма накасат садакату мин мали. В Сахих Муслиме приводится этот хадис. Человек, когда дает он милостыню, никогда не уменьшается его имущество, сказал посланник саллаллаху салям. Саллаллаху салям, скажите, он нас радует, что когда мы даем милостыню, мы себе его откладываем в дунья и в ахирате. Мы увеличиваем в дунья и в ахирате. Мы получаем благословение в дунья и в ахирате. Нельзя думать, когда ты даешь милостыню, дорогие верующие. Также Аллах нам говорит в Коране, что делает садака? Очищает нас от грехов, дорогие верующие. Аллах сказал в Коране, суру Таубе, худ мин амвалин садака. То есть возьми у богатых людей садака, имам, и вокруг этого имама есть люди, прихожане, к этому имаму возвращаются люди, через него обычно и дают садака, ссылаясь на аят, ссылаясь на хадис Муаза. Худ мин амвали, имаму сказано, пророку сказано, и те, кто следует за пророком, саллаллаху салям, сказано, худ мин амвали, возьми у них садака. Приказано имаму взять садака. И поэтому была специальная раньше налоговая служба. Собирали закат специально. Сейчас этого нету. Не исламские государства сегодня, не правление исламом. Поэтому сегодня этого нету. Остается только мечети и имаму мечети. Баракаллаху фикум. Ахлю сунна валь джамаа. Будьте осторожны. Худ мин амвалим садака. Возьми у них садака, Аллах приказал. Тутахирухум. Если ты у них возьмешь, очистишь ты. И так посланник саллаллаху салям сказал Муад бин Джабалю, когда он послал его в Йемен. Возьми у них, у богатых, ты возьми у них Муад, потому что он стал представителем. И так мы стали теперь представителем посланника саллаллаху салям сегодняшний век, сегодняшнее время, и мы должны у вас взять закат аль-фитр и закат аль-мар, дорогие верующие. Худ мин амвали, но не дается садака. Не дается садака, неверующему не дается садака. То есть закат аль-мар не дается. Кроме как муаллафатуль кулуб, для соединения сердец, тогда только дается. Если он близок к исламу, если у него есть симпатия к исламу, к мусульманам, тогда ему делается подарок из него. Баракаллаху фикум. Аллах говорит, тутахирухум ва тузакким, очистишь ты их. Очистишь ты их от грехов. Кого? Мусульман, тот, кто дает закат. И их имущество ты очистишь от несгод и также грехов, которые греховное имущество. Бывает, поступает греховное имущество этих мусульман. Вот узакихим биха. Также, дорогие верующие, анна тастазиллу биха льомул кияма. Ты со своим садака сделаешь столько, сколько ты даешь садака себе тень в судный день. Судный день тогда, когда не будет тени, кроме тени Аллаха субхану ва тааля, его арша. Ты через садака сделаешь себе преграду от солнца. Сколько ты даешь садака, столько у тебя будет тени, дорогой верующий. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи в хадисе, куллю мриим фи зилли садака. Каждый человек будет, он сказал, саллаллаху алейхи, под своим тенем. Тенем чего? Тенем своей милостыни, сказал посланник, саллаллаху алейхи. И так сокращусь на этом хадис очень длинный, приводит его Ибн Хузейма Сахаха. И так он сказал достоверность этого хадиса.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. Дорогие верующие. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يد السبيل. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи в хадисе достоверном: 7 человек. Юзиллухум Аллаху фи зилли арши йома аль-киямати. 7 человек Аллах покроет их своей тенью своего трона. Судный день, тогда, когда не будет тени, кроме тени Аллаха, его трона. وذكر منهم, и он упомянул оттуда: وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِ, человек дает милостыню со своей правой рукой. Упомянул он тот, кто дает милостыню. يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِ, то есть, когда он дает эту милостыню, дает он скрыто, даже от своей левой руки. Не говоря уже от людей, скрывает он. Дает он, но скрывает он. Иногда приходится давать садака, иногда, чтобы другие давали садака, дорогие верующие. وَمِنْهَا أَنَّهَا وِقَايَةٌ لَكَ مِنَ النَّارِ. Что делает садака с тобой, мусульманин? Мусульманина защищает его же садака, как от огня, то есть от солнца. Судный день, тогда, когда приблизится солнце, будет сжигаться головы людей, будут сжигаться ноги людей в судный день. А ты без милостыни. Ты не уверовал, ты не принял ислам, ты не последовал за пророком, саллаллаху алейхи, будут сжигаться. Солнце приближается, судный день. 50 тысяч лет будет этот судный день. 50 тысяч лет. И тогда, когда у тебя будет садака, бурхан, довод, и садака тебя покроет, то есть тенью со своей. Как посланник, саллаллаху алейхи, обещал нам, и Аллах, субхану ва тааля, обещает нам об этом. «Анна викаиту лака мин ан-нар». То есть спасение, тебя избавляет, тебя спасает, защищает от огня ада. «Иттакуннар валау бишакки тамр», сказал посланник, саллаллаху алейхи. Бойтесь огня, давая хоть часть финика. Часть финика, не целого, у тебя нет возможности дать целый финик. Хоть одну часть из него дай фиником. Хоть глоток воды дай. Баракаллаху фикум, сделайте садака. Хадис достоверный, дорогие верующие, приводится в Бухари, Муслима. Итак, посланник, саллаллаху алейхи, дальше нам говорит нам: «Хусулю аля дуа». Ты получаешь дуа. Дуа кого? Любого? Нет. Аль-маляика. За тебя будут делать дуа ангелы, когда ты даешь садака. Какой дуа? Каждое утро приходит 2 ангела, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Каждое утро. «Ма мин йом юсбиху аль-абду фии». Утром встает раб Аллаха, и 2 ангела приходят. «Илля малякани янзиляни», 2 ангела приходят. «Фаякулу ахадухума», один из них говорит: «Аллахумма ати мунфикан халафа». О Аллах, дай тому, кто дает. О Аллах, увеличь, дай тому, дает садака. И так другой говорит ангел: «Ваякулу ахар, Аллахумма ати мумсикан талафа». Хадис приводится в Бухари, Муслима. Субханаллах. Второй что говорит? О Аллах, забери у жадного, забери у того, кто не дает. Тот, кто не делает садака, забери. То есть ангел просит, чтобы забрали у жадного, тот, кто не дает. ومنها أنها للجنة بابا للمتصدقين. Из достоинства садака. Для тех людей, кто дает садака, есть специальная дверь в раю. В раю есть 8 дверей. Один из них, одна больше, чем другая. Нижняя поменьше, и больше, чем вверх ты поднимаешься, больше бывает дверь. Итак, одна из них называется бабу садака, дверь милостыни. «Ваман кан мин ахли садакати ду'ия мин баби садака», сказал посланник, саллаллаху алейхи. Хадис Бухари, Муслима. Тот, кто давал садака, позовет его именно через дверь садака. И также достоинство сабабу ли инфаки Аллахи алейк. Садака – причина, что Аллах будет на тебя тратить больше. Когда ты тратишь на себя, на свою семью, окружающих. Когда ты тратишь, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал в хадисе, хадис приводится в Бухари, Муслимом. «Кал Аллах», Аллах сказал, хадис аль-Кудси: «Антик, трать, ябна Адам, давай, раб Аллах, ради Аллаха, на пути Аллаха. Унфик алейк, я буду тебе тратить».
За тебя тратить, тебе давать больше и больше. Это кто? От Аллаха. Ты раб Аллаха. Все владение Аллаха. И Аллах дает тому, кто дает. И так дальше. Инна садакат мин а'зами ма юнджил ниса мин нар. Самое великое, что спасает женщин от ада, это садака. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи женщинам, когда он делал проповедь, он сказал, большинство женщин будут в аду. Одна женщина недовольная стала, более черными щеками, смуглая черными щеками женщина стала. И он сказал, я Расулаллах, почему женщины большинство бывает в аду? И посланник, саллаллаху алейхи ответил ей, и он сказал, вы неблагодарны своим мужьям. Вы неблагодарны за то, что делают мужья, вы неблагодарны. Такфур на ашира. Неблагодарны жены вы. Мужья рискуют, мужья в поте лица, риск, все делают для того, чтобы накормить свою жену, свою семью. А вы что делаете, неблагодарны своим мужьям? Поэтому сказал посланник, саллаллаху алейхи, сделайте садака. Почему? Потому что вас это спасет женщины, он сказал. Женщин сделать садака. Итак, хадис приводится, баракаллаху фикум, муслим, имам муслима. Итак, насчет еще 4 качества, если у тебя соберется в один день, как у Абу Бакр Сиддика. Посланник, саллаллаху алейхи, сказал, хадис приводится имам муслимом в сахихе. Если у человека соберется из اجتمعت أن متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وزيارة المريض إلا أوجبت لك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. Он спросил Абу Бакр, то есть он спросил сподвижников и сказал он, когда, кто из вас постится сегодня? Абу Бакр сказал, я пощусь. Кто сегодня посетил больного? Он сказал, я посетил больного. Кто из вас сделал садака? Я сделал садака. Кто из вас последовал джаназатам? Кто был на джаназате сегодня? Абу Бакр говорит, я. Он сказал, обязательно тот, кто это сделает, совместить вместе в один раз, попадет он в рай, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Я прошу Аллаха, субхану ва тааля, сделать нас обитателем рая. Я прошу Аллаха, субхану ва тааля, помиловать нас, простить нас. Я прошу Аллаха освободить нас от вечного ада. Я прошу Аллаха, чтобы Аллах нас завел в райские сады, как Аллах нам обещает. Я прошу Аллаха, чтобы Он принял наши посты, наши поклонения, наши милостыни, кормление людей ифтаром. Я прошу Аллаха принять наши поклонения, намазы, руку'и, суджуды, чтение Корана. Я прошу Аллаха сделать нас между собой милующие, проявляющие милость умму Мухаммада, саллаллаху алейхи. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم وحد صف المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءة القرآن وصدقاتنا اللهم تقبل صالح الأعمال اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين أنت أدرى أنت أدرى أنت أعلم بنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت أقم الصلاة